Так, Вежри, начнем. Инца, я тем, которые сейчас в Ютубе, оповестить Цабинирос, я не оповестил заранее, что будет эфир. Ну, в общем, я сейчас с братьями нашими веду эфир, прямой эфир, вот, и тут прямая трансляция в ТикТок и прямо в Ютуб тоже. Так что начнем. Бисмилляхи рахмани рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Приветствуем вас всех, наши братья и сестры, наши друзья. Вот, и тема сегодняшнего эфира – это 31 декабрь 1994 года, когда российские оккупанты решились на очередной штурм. Я почему говорю очередной? Потому что до этого они пытались захватить Грозный. Это было 26 ноября 1994 года. Это был позорный штурм. Русские не знали, что сделать. И, в общем, но они пошли уже открыто, официально, вторглись в республику 11 декабря, воевали в разных направлениях. И 31 декабря они пошли на штурм. Опять же, очередной раз тоже был позорным, потому что были огромные потери, там целые бригады они положили, сотни танков положили за одну ночь. Так что это можно назвать, что чеченцы дали бой и выиграли в этом бою. Я сейчас передам слово нашим братьям. Вежли, братья, что вы скажете по этой дате, по этому поводу? Айла, вестулю. А я себе один до вестулся, я вестуру. Хорошо. Ассаламу алейкум ва рахматуллах всем. Кто помнит основной сегодняшний день тоже. 26, как Консоль сказал, это день моего рождения, 26 ноября. К сожалению, с тех пор этот день стал для меня тоже траурным. Россияне, русские хотели захватить Чечню, как это Грачев говорил, мы там за 2 часа возьмем, да? И был ответ, я извиняюсь за выражение, ему в то время тоже сказали, вы даже общественный туалет Грозного не возьмете. Так оно и было. К сожалению, да, на сегодняшний день наша земля оккупирована, но, альхамдулиллах, у нас есть еще сын нашего президента Аслана Масхадова. Как вы все видите, альхамдулиллах, он еще жив, здоров и, так сказать, в молодом состоянии, так скажем, да. Если есть те люди, я сейчас скажу это, от себя, да, я сейчас это, Аллах тому свидетель, я это не говорю ни за кого других, я говорю сейчас за себя, от себя. Если вы те самые люди, которые, раньше в свое время поддержали Аслана Масхадова, я помню этот день, и вы, думаю, все помните, как мы выбрали Аслана Масхадова всем народом. Я уверен, да, есть еще такие люди, которые сегодня именно поддерживают его сына. Он хочет донести правду до вас. Я надеюсь, что у нас как-то получится это сделать. Я на это очень надеюсь. Я сейчас передам своему младшему брату тоже слово, потому что я сейчас могу ляпнуть. Кое-что просто не хочу, чуточку придержусь, как говорится. Элла, просто валая, одешнейший, просто я сейчас не хочу, Ассаламу алейкум ва рахматуллах, приветствую всех. Что я могу сказать про 31-12-94 год? Мне тогда было только 2 года. Мои родственники, мои родители участвовали в этой войне. Россия, как всегда, напала на маленький, на малочисленный народ и попыталась оккупировать нашу республику. Но
наши отцы дали такой бой, что они запомнили это навсегда. Где они потеряли по разным оценкам за первую войну до 80 тысяч своих солдат. Это по словам даже отца Анзора Масхадова, Аслана Масхадова, президента Ичкерии. Я не помню этот момент, потому что мне всего лишь было 2 года. Но об этом нам рассказывали, об этом нам говорили, и мы это все помним. Помним каждого нашего героя, и помним, кто для нас оккупант, кто для нас друг и кто защитник. Сейчас кадыровцы и Россия пытаются, чтобы мы, чеченцы, забыли нашу историю, чтобы забыли наших героев. Как вы помните, прошло столько времени, мы до сих пор не забыли наших героев. И также не забыли, кто наш враг. От себя я больше добавить ничего не могу, кроме как, что чеченцы, наши отцы, дали такой бой, что это вошло в историю. Маленький народ, который только 1 миллион поставил на колени ядерную державу. И мы гордимся нашими отцами. Пусть Аллах всех помилует, наших братьев и сестер, наших отцов, сыновей, дочерей, которые отдали свою жизнь ради свободы, ради своей религии, ради своих традиций и жить на этом мире, как и все народы, свободными. Анзор Савялон. Аллах рейсхил, шушине шунмасана. Я бы вот хотел бы как-то подойти, рассказать хронологию, что произошло, как это произошло и что сделали русские для того, чтобы начать Первую русско-чеченскую войну. Как вы, может, слышали, кто помнит, видел все это. В общем, до вторжения 11 декабря 1994 года Россия сделала ставку на таких лиц, как Лабазанов, Гантемиров, Хазбулатов, Автурханов, Завгаев, чтобы они их руками начать внутричеченскую войну, а затем уже, чтобы российские войска вошли в качестве миротворцев, якобы наводить порядок. И попыток было очень много. Да, действительно, наша сторона, правительственные войска, вели бои в разных направлениях с этой бандой, так называемой оппозиции. Это 94 год, скажем, это началось с операции в микрорайоне города Грозного. Там была банда Лабазанова. Затем, после того, как война начнется, потом окажется, что Лабазанов был полковником ФСБ. То есть русские делали все, чтобы чеченцы начали внутричеченскую войну, братоубийственную войну. Была такая операция против Лабазанова в микрорайоне, это было 13 июня 1994 года. Затем российская власть уже открыто дала этой так называемой оппозиции военную технику, это были БРДМ, БТРы, вертолеты разные. И, как я сказал, они сделали ставку на эту банду, чтобы их вооружить, а потом уже направить против законного правительства Ичкерии. И были бои тогда в Талсой-Юрте, село Калаус, там возле Урус-Мартана-Гихи, в Аргуне были. И уже под конец, 26 ноября, как мы говорили, российские танки, и в этих танках находились военнослужащие разных элитных танковых дивизий России. Это Кантемировская дивизия и Таманская дивизия. И вторглись в город Грозный. Оппозиция, эти бандиты, эти наемники вторглись в город Грозный. И за одну
ну, скажем, не ночь, а вот это произошло рано утром. Вот за пару часов вся эта техника была разгромлена. Затем, уже после этого, российская власть сделала все, чтобы не признать вот этих военнослужащих своими подчиненными. Вот. И они полностью отказывались от них. Полностью. Хотя, да, у нас была какая-то часть военнопленных, то есть мы их пленили. Это были офицеры, это были разные сержанты и так далее. Вот. Мы предлагали обмен, если Россия признает их своими военнослужащими. И даже тогда они отказались от них. После этого Россия начала наносить авиаудары по территории Ичкерии. То есть до официального вторжения, до 11 декабря. Были налеты на разные там аэродромы, это село Калиновское, это Ханкала, гражданский аэропорт имени шейха Мансура. Начали обстреливать разные наши военные базы уже потом. Вот. И они затем так торжественно заявили, что вот уничтожили авиацию Ичкерии. Ну, кто эту авиацию помнит, тот знает. Это были самолеты Л-39, спортивные самолеты. Вот. Они стояли в этих аэродромах, то есть вся эта авиация, в кавычках, была уничтожена вот этими ракетными ударами российской авиации. И только 2 из этих самолета действительно взлетали, вот, могли летать, но другие, их было где-то за 100 на самом деле. Все это было хламом на самом деле. Никакой авиации в Ичкерии не было. У нас были пару танков, у нас были пару САУ, там 2-3 града было. Больше техники у нас и не было. Вот, и началась война 11 декабря, они вошли, начали все уничтожать, бомбить, мирное население, беженцы, всех подряд. Были попытки взять Грозный, такие легкие попытки, и это им не помогло. И уже 31 декабря они вот начали крупномасштабное наступление, штурм, как бы якобы первый штурм, хотя я его считаю вторым. И в эту ночь, как я говорил, было уничтожено все, что было задействовано. Это Майкопская бригада, это Самарский полк и так далее, там разные спецназы, альфа, бета, гамма, все было использовано, и все это уничтожалось. Вы, наверное, слышали, так у нас шутили, якобы русские оккупанты говорили, якобы, вот, мол, Аллаху Акбар это ничего, но когда крикнут «Мавоит», вот тогда это уже кончится концом, будет ужасным. Вот. И сколько сил было задействовано в этих боях, вот примерно так скажу, вот во время штурма, это были сотни самых мужественных наших героев. Где-то 30 человек в здании Совмина, там 30 человек в гостинице «Кавказ», там столько же, там примерно 40 человек в президентском дворце и разные мелкие отряды. Вот кто действовал. У нас не было многотысячной армии, у нас не было оружия. Оружие было такое, которое добывалось в бою. Бывало, что кто-то бежит с автоматом, а с ним 2-3 без какого-либо оружия. Там, у кого-то ножик там перочинный, или там штык-нож и так далее. Или F1 граната. То есть, если его ранят или убьют, то автомат брал другой человек. И хочу просто так коротко прохожусь по этой теме. После этого штурма у нас было много техники. Это техника, которую мы захватили в качестве трофеев 26 ноября и уже после первого штурма. Это танки Т-72 и другие, там МТЛБ, БМП, разная техника была. Но никто из чеченцев не хотел садиться туда и
применять эту технику против врага, потому что она нам была не нужна на самом деле. Она так и сгорела, вся эта техника, которая стояла за президентским дворцом, вот, вся эта техника была уничтожена потом русскими оккупантами, после обстрелов и так далее. То есть они проиграли этот бой 31 декабря, были огромные жертвы. Трупы лежали на улицах, их поедали собаки, их поедали кошки. Наши военачальники, в то время начальником главного штаба был Аслан Масхадов, он много раз обращался к русским оккупантам, вот, к этим генералам, чтобы они забирали вот эти трупы своих солдат. Те отказывались, не собирали, и вот так их поедали кошки и собаки. Вот такое отношение было у российских генералов, отношение к своим военнослужащим. И такое отношение было всегда. Вот, как мы знаем Россию, вот, это воины, которые были раньше, там, лет 100 назад, там, сейчас, вот эти сегодняшние войны, сегодняшняя война в Украине, то же самое, такое же отношение у этих генералов к своим военнослужащим. После этого позорного штурма были повторные штурмы. Они хотели взять Грозный, думая, что, захватив там президентский дворец и водрузив туда свой триколор, российский флаг, они думали, что победят на самом деле. Да, они водрузили, но это произошло тогда, когда этот дворец, вот это здание, было полностью уничтожено. Вот, между этажами ничего не было. Пустое здание, скажем так. Это результаты ракетных обстрелов, там, бомбовых обстрелов, эти глубинные бомбы сбрасывались на это здание. То есть было, как сказать, нечего защищать. Поэтому наше командование отдало такой приказ, что это здание надо покинуть. И вместе с военнопленными, которые у нас были, и с ранеными нашими, и с телами убитыми нашими тоже, покинули это здание. После этого, через сколько-то дней, когда русские убедились, что там никого нет, они пришли и водрузили флаг. И что произошло после этого? После этого война продолжалась, воевали. Сопротивлялись как могли. И, как я всегда говорю и подчеркиваю, воевали без какой-либо помощи извне. Никто нам не помогал. Да, были там, сколько-то там человек приехало там из Турции, там, скажем, и десяток не наберется. Ингуши, наши братья, там, дагестанцы и другие там жители республики другой национальности тоже участвовали в войне против русских оккупантов. Но я еще хочу подчеркнуть, что да, русская пропаганда любит говорить, что наша сторона, вот, чеченское сопротивление, у нас были якобы наемники. Никогда за всю историю российско-чеченских отношений или российско-чеченских войн у нас никогда не было наемников. Мы ничего никому не платили и ничего не давали для того, чтобы те участвовали в войне против России. Люди приходили, действительно воевали и воевали мужественно по своей воле, потому что они видели в лице России врага. Вот. Кто-то приезжал к нам, вставали рядом с нами, чтобы мстить этой России. Вот. И я это уже долго говорю, но этим война не закончилась. Наш штаб переместился за реку Сунжа, после этого там Варгун, после этого там Серженюрт, затем Ведено, и война так продолжалась. И воевали так, как могли, как нас заставляли воевать русские. Били там, где можно ударить, так, чтобы было больно. И им было больно. Это множество удачных операций, я их сейчас все перечислять не буду, но, как тут сейчас наши братья сказали, жертвы были огромные. Жертвы были огромные. Россия
потеряла десятками тысяч своих военнослужащих. Там и офицеры, там и солдаты, там контрактники. И под конец мы победили. Почему победили? Потому что верили в Аллаха Всевышнего, в помощь от Всевышнего. Мы верили в свой народ, мы верили в себя, мы верили в наше будущее. И в какой-то прекрасный день мы смогли объединиться и ударить по хребту российскому так, что заставили их капитулировать. Да, действительно такое произошло, и мы тогда выиграли войну. И мы сейчас даже чувствуем, что мы выиграли эту войну. Я имею в виду вторую русско-чеченскую. Почему? Потому что мы стояли сколько могли. Мы и сегодня сопротивляемся другими методами, но всему свое время. И иншаллах деоккупация произойдет, и этому врагу и их марионеткам придется покинуть нашу святую землю. И что я еще хотел добавить. Сегодня вот то, что нам показывают, то, что да, люди видят, город Грозный, вот эта искусственная красота, якобы вот эта красота, да, просто хотел напомнить нашим собратьям, что под этим Грозным все еще лежат тела мужественных сынов нашей родной земли. И уже заканчиваю вот свое выступление, хочу сказать, пусть Аллах помилует всех, кто принял участие в этом священном газовате, в священной войне против русских оккупантов. Это наши братья и сестры, не только чеченцы, но и представители других народов. Аллах газут поболдуется масира. Амин. Аминь. То, что пережил наш народ, я думаю, не всем понять. Что я хочу, в общем-то, добавить. Мы все прекрасно помним, как они зашли с уверенностью, как они ушли с позором. Сегодня многие говорят, что почему вы сидите там в Европе или там где-то там еще, ну и тому подобное. Да, знаете, мы сидим в Европе, у кого-то нет возможности. Ну, он все равно там работает по-своему, по своей возможности. Но вы помните об одном, вот ради Аллаха. У нас тоже будут рождаться дети, и они будут помнить свою историю. Как бы вы ни пытались нас стереть, ну, стереть с лица земли, так скажем, мы все равно вернемся. И наша республика будет свободной, иншаллах. Она будет свободной. Иншаллах. Не то, что республика, весь Кавказ будет свободным. И мы будем жить, как говорил наш второй президент Аслан Масхадов, да, мы будем дружить и с украинцами, с грузинами, с дагестанцами, с азербайджанцами. А если понадобится, да, вот из России тоже возьмем то, что нам надо, а остальное мы поставим стену, вот именно между Россией. Потому что от чертового русского мира ничего никогда хорошего не получишь. Придет день, иншаллах, валлахи, биллахи придет. Главное терпение, терпение чуть-чуть. Кадыровцы сегодня думают, если они сейчас сидят там, что они такие неприкасаемые. Но все мы помним, как Кадыров давал интервью. Вы можете любой пойти, посмотреть это интервью. Ну, к сожалению, да, это на чеченском языке. Он там говорит своим этим шакалам, да, вы не забывайте, что этот день не всегда будет у нас. Придет день, что с нас спросят. Они это знают, спросят. Если их не будет, то спросят с их детей. У нас ничего не забывают. И хорошее, и плохое. Просто, Анзаль, я бы сказал, да, просто на нервах иногда стараюсь терпеть. Алита меня знает, я могу сказать не по теме, так скажем. Да.
Ничего, все нормально. Анзор, я добавлю. Да, конечно, брат. Насчет того, что ты сказал, что мы даже и вторую войну выиграли. Это, знаешь, в общем, мое мнение, что русские, Россия пыталась нас оккупировать, и так они потеряли такие количество, да, в количестве и бронетехнику, и авиации, и своих живом силе, что им вторую войну пришлось найти среди нашего народа самых худших и подкупить их. То есть они не смогли справиться с нашим народом. Они так и не смогли взять контроль, оккупировать. И им пришлось подкупить наших из числа предателей, людей, и сделать их, как говорится, щитом, да, для себя щитом. То есть на такой шаг они пошли, на унижение перед всем миром они пошли, но не смогли победить наш народ. И для тех, кто не знает, что наши последние бойцы на территории оккупированной Ичкерии погибли только в 2021 году, ведя партизанскую войну. И в данный момент на территории Украины находится наших 5 батальонов для тех, кто говорит, что чеченцы сдались. И мы, те, которые находятся в Европе, пытаемся хоть словом рассказывать, донести об этом, потому что сегодня век интернета, тогда у нас не было возможности донести до людей, что мы не террористы, что мы не бандиты, что мы не ваххабиты, а мы народ, который хотим быть свободными. Пока уже праздновать, я шутил, чуя. Хэштер. Да, ты прав. Я, кстати, вот ты начал про этого ушлепка говорить. В общем, когда я сегодня прочитал, что вот, появилась такая ссылка, прислали мне такую ссылку, где якобы главная марионетка Путина высказался, что вот он будет своих критиков там, в общем, наказывать, как бы так. Получается, это все мы. Пытается, не знаю, на самом деле это сделать, или же напугать нас, но, валлахи, нас ничто не пугает и не напугает. Мы, как говорится, больше хотим смерти, чем они хотят жить. Вот. Мы не цепляемся за эту дунью. Для нас самое важное, что мы этот путь, если кто-то прошел или проходим его достойно, не став предателями своего народа, своей религии. Мы не предали народ и никогда его не предадим. Мы не предадим тех, кто был зверски убит во время выселений насильственных, во время этих навязанных нам войн. Это сотни тысяч мирных жителей, наших братьев и сестер. И касаясь вот этой темы, я хочу сказать, что вот этот главный ушлепок, главный предатель чеченского народа, вы знаете, о ком я говорю, когда-то он высказался, он сказал такое, что вся вина за вот эти насильственные выселения, за все эти войны, которые были в чеченской истории, вся вина лежит на чеченском народе. Так было это и сказано, на чеченцах якобы. Но все это не так, как мы знаем. И мы будем говорить с народом, говорить народу, говорить другим, чтобы все знали, чтобы все помнили, как все это происходило. К примеру, моя цель в сегодняшних эфирах, во всей этой публичной деятельности, будь это в интернете, будь это какие-то встречи, или интервью, или там обращения, или статьи какие-то, одна только цель. Это чтобы не позволить этим предателям стереть нашу историю. Вот. Они лепят пытаются вылепить своих героев. У них это не получится, потому что предатель героем никогда не станет. Народ знает это. Мы как раз таки делаем все, чтобы сохранить вот эту историю.
примеру, уберут одного там, или 10 уберут. Вместо одного там придет 5 человек. Вот что будет. Больше ничего не изменится. Борьба будет продолжаться. Так говорили всегда наши лидеры. Вот помните, 96-й год, когда убили Джохара Дудаева, Аллах газут кобал дольсен, самый лучший из нас, наш лидер, наш первый президент и лидер, которым мы всегда гордились и ждали его выступлений, ждали услышать его голос. И когда его убили, мы не сломились, мы продолжали свою борьбу. Когда убивали других наших героев, наших самых лучших командиров, амиров, ничего не изменилось. Вот. Убийствами каких-то личностей тоже ничего не изменится. Это борьба целого народа. И предатели сами знают, что за борьба, за что мы сегодня проводим такую деятельность, что мы хотим. Вот я 100% уверен, Али Тамерлан, что вы не ставите перед собой такие цели, такие мирские, чтобы что-то вы заимели там в денежном формате, к примеру, такое. Нет, вы хотите домой, вы хотите на родную землю, вы хотите жить свободно, дома, стабильно, чтобы никто, ни одно существо не назвало нас террористами или там бандитами и так далее, и не навязало нам войну, очередную войну. Как всегда это происходило. Вот я говорил вот в начале, что вот этот ушлепок, вот этот предатель чеченского народа как-то заявил, что мы, чеченцы, виновны в том, что нас всегда убивали. Представляете? На самом деле Россия вела войну и будет вести войну. Пока вот у них вот такая политика по отношению к своим соседям. Все республики, все государства, которые вот в соседстве с Россией, со всеми они перессорились, воевали, их убивали. Возьмем там Польшу, возьмем там Балтийские страны, да, сегодня Украина, и раньше они их убивали, Кавказ, Средняя Азия, со всеми воевали. Сами не умеют жить и другим не дают жить спокойно. Вот, но иншаллах мы вернемся, мы будем жить. И еще вот по сегодняшней вот теме, вот 31 декабря, я говорил, что было очень много военнопленных. И я помню вот такие случаи, сейчас расскажу. Но сначала скажу, что не было в истории такого не было, чтобы родители военнопленных приходили к своему врагу и просили выдать им своих сыновей. А такое происходило у нас в российско-чеченской войне. У нас было очень много военнопленных. Это разные контрактники, там солдаты, офицеры, всякие спецназы, я их название даже не помню. Вот. И эти родители приходили к нам и просили выдать своих сыновей. Мы выдавали. Без каких-либо условий там, или обмена. Вначале мы так отдавали их. За просто так отдавали. Хотя это были преступники, варвары, террористы, которые приехали убивать наш народ. И они убивали нас. Но мы отдавали военнопленных. И как-то президентский дворец, идет война, вот в президентский во дворец пришли родители этих российских оккупантов. Они пришли к Масхадову и сказали, вот там наш Саша там, или там Игорь, Слава попал в плен, исчез, в общем, они у вас или нет, дайте нам наших сыновей. И как-то отец высказался, вот Аслан Масхадов высказался и сказал им, этим родителям, вот почему вы приходите к своему врагу? Почему вы ко мне идете? Я же ваш враг. А те отвечают, наши генералы, то есть их российские генералы,
их там не принимают, не подпускают и даже оскорбляют и всякой там нецензурной бранью, там, в общем, 3 слоями их. Вот. И они приходили, потому что они знали, вот эти родители знали, что мы никакие не террористы, мы не бандиты, мы люди, которые воюем в справедливой войне. И мы имеем право сопротивляться врагу. Вот так отдавали военнопленных. Потом, уже когда российские оккупанты начали брать в заложники мирное население, когда захватывали наших братьев и даже сестер во время зачисток, то мы уже научились делать обмены. Мы обменивались. Мы отдавали им военнопленных, этих преступников, а они нам отдавали вот искалеченных, побитых, разбитых наших братьев и сестер. Я помню одну видеозапись, у меня она есть. Там вот как раз такая картина. Эти 2-метровые амбалы военнопленные, мы их отдаем, они там поглажены, кто-то сигарету курит, кто-то там упитанный, такие нормальные. Не похудели за весь процесс пленения, то есть кушали хорошо, нормально. Так же, как и кушали, питались чеченские воины, потому что мы делились даже с военнопленными. Вот отдаем мы этих военнопленных, и видно идут с военной машины, идет пару человек. Кто-то держит его на плече, то есть человек не может идти, потому что он весь избитый, весь в синяках. У кого-то что-то там, рука поломана. Вот что делали русские оккупанты с мирными жителями, когда их забирали вот, в качестве заложников. И сейчас я буду передавать слово нашим братьям. Я хочу еще раз напомнить, и буду напоминать всегда, буду говорить это всегда. За эти 2 войны, за Первую русско-чеченскую войну и во время вот Второй русско-чеченской войны, чеченский народ понес огромные потери, людские потери, потому что это в первую очередь. Я не говорю там про разрушенные города и села, здания. Было убито свыше 300 тысяч мирных жителей, только мирных жителей. Да, там сколько-то тысяч полегло наших муджахидов, то есть наших воинов Аллаха. И вот из этой цифры около 45 тысяч дети. То есть русские террористы пришли и убивали мирных жителей. Что делать то же самое сегодня в Украине. Ничего не изменилось и никогда не изменится, пока Россия будет вести такую варварскую политику по отношению к другим народам. Но, иншаллах, все изменится и все народы освободятся. Я желаю всем мира. Хочу, чтобы наши соседи или не соседи, наши братья, все вот смогли жить спокойно, но без сегодняшней России. Анзор, я хотел бы добавить, наверное, тут сейчас сидят вот эти ихние шакалы, да, я сейчас хотел бы с одной стороны к ним обратиться. Угу. Если вы не помните, или если кто-то помнит, да, найдите видео, где вот ваш этот есть космонавт, первый космонавт Чеченской Республики. Вы знаете, за кого я говорю, там у нас только один космонавт. Как он говорил открыто, да, в своем интервью, если надо, что он будет бороться даже с Аллахом. Я думаю, вы поняли, да, о чем я говорю. Ну, те, кто это знает. Это я сейчас к чему говорю. Вот тогда вот сейчас задумайтесь, на чьей вы стороне, это во-первых. Вы на стороне предателя. Вот этот вот самый же космонавт. Мы все прекрасно помним, как он призывал и женщин, и детей воевать. Да, наш народ воевал, спасибо ему. Но что, самый хороший вопрос, почему из рода космонавтов
Ни один не умер. Ни в первой чеченско-русской войне, ни во второй чеченско-русской войне. С чего вы взяли, что он герой? С чего вы взяли, что, он, я не знаю, такой вот папуас, да, хороший у вас? Валлахи, биллахи, таллахи. Валлахи, биллахи, таллахи, да, я вас абсолютно не боюсь. Это во-первых. Из вас любой, если вот сейчас придет один на один ко мне, я с удовольствием встречусь с вами. С удовольствием. Но вы, шакалы, вы никогда не приходили один на один. Нету такого места, чтобы вы приходили один на один. Да, вы можете говорить там, мы придем, мы то. Но нет. На сегодняшний день у нас в Чечне многие говорят, когда была республика Ичкерия, что нам там жилось плохо. Когда была республика Ичкерия, свободная, да, во-первых, было уважение. Почему сегодня вас унижают? Почему вы даже слово сказать боитесь? Вот элементарно. Когда вашу мать, вашего отца унижают, вы даже слово сказать боитесь. Просто элементарно. Хорошо, мы-то врем, допустим. Это же весь мир уже говорит. Весь мир это знает. Вы готовы, я не знаю, там целовать ему все что угодно. Сейчас я еще хотел бы ответить вот этому комментатору Мурат Тайсумов. Если ты вот сейчас мужчина, да, если ты мужчина, во-первых, не пиши сейчас тут гадости. Это тебе абсолютно, да, тебе это, не добавляет ничего мужского. Наоборот, это тебе добавляет только чисто женское. Вот смотри, кахпанаш это та, которая тебя уродила такого, да, которая тебя воспитала, я так скажу, извиняюсь за свой французский, я извиняюсь. Вот это та, которая тебя так воспитала. И твой отец недостойный человек, вот я тебе так скажу. Я хоть и матерюсь, да, я матерюсь вот чисто по делу, когда я матерюсь. Но я просто так не захожу никому, не матерюсь. Мы придем, Аллахи, Биллахи, мы придем обратно. Мы все помним, как говорили, да, если будет хоть один чеченец жив, что Ичкерия республика будет жива. Альхамдулиллах, мы еще сегодня живы. Мы живы. Значит, еще наша республика Ичкерия есть и будет. Так оно было, так оно и будет. Намирла. А вы? Анзор. И жал просто заблокирует, нет, да. Я вот до 1994 году периодом, да я дед не гушите айна, и мэри аллай просто тундер. Не, знаешь, Олег, ты знаешь меня, я говорю все по сути. Не, просто Анзор Масхатовый эфире адовый тундер, сейчас просто айет, заблокирует чая люс. Он бады где-за, Алла резхил. Хочай блок мотивация сун. Хумадац хажита хумдарса ишчарга хинца муалдиса реакцийна иштнахана ши историйцин лил что такой вообще не надо обращать внимание архиецун с одной стороны, но пускай смотрит. К примеру, хар сорт элистанжи. Кигибер, что еще? Адахла, я тебя блокирую, ерел царь Анзор. И? Сахар, так. Инсока, в общем, шварт сюльчтуса и иштерлуас. Элистанжи, 99-й год. Юх инс маалер СВШ. Путин в Казахстане, он в 99 году он выступает и говорит, если надо будет, я с их Аллахом буду воевать. Он так сказал в Казахстане. И сказал дважды. Дважды сказал. И после этого тот, который одел российскую форму, шеврон, там, фуражку, без разницы, что-то российское такое, надел военную форму и служит этой системе, то он предатель. Яхцахетшун. Вы забыли наших братьев и сестер, которые были замучены, зверски замучены в Чернокозово, в
ПАП-1, в ПАП-2, разных этих лагерях, в разных потом в этих кадыровских лагерях, где действительно в этих лагерях зверски убивали. Давайте вот этих случаев таких очень много. Мы можем перечислять. Вот я лично сам работал с этими фактами. У меня куча фактов этих, где они пытали людей, сжигали, связывали вместе, взрывали вот молодых парней. Но я про одну картину. Хосиюрт, 2004 год. Забрали вот, моих родственников по материнской линии, по отцовской линии, всех, от мала до велика, стариков, женщин, забрали детей, всех в кучу, вертолетами там прилетали, на грузовиках увозили с разных населенных пунктов всех родственников и отвезли в Хосиюрт. Поставили затем ультиматум нашему президенту, моему отцу, сказали: сдавайся, не сопротивляйся, то есть соверши вот такой поступок, как бы почетный плен. Конечно же, Масхадов отказался, как бы отказался любой муджахид, который воевал против этих русских оккупантов, любой из них отказался бы. И затем уже начали ставить другие условия. И эти условия не были приняты. Затем они начали издеваться над ними, вот, над мирными жителями. К примеру, я и раньше рассказывал, что вот забрали мою тетю, а ей было, скажем, 80 лет. Вот, и они ее избивали. Избивали прикладами, вот эти марионетки, предатели чеченского народа, избивали, чтобы и говорили: встань на колени перед нами, и начали ее прикладами бить. Та не остановилась. И они не смогли поставить ее на колени, и даже удивлялись и говорили: мы даже женщину не можем поставить на колени. И они вот этими ударами просто вырубили эту женщину, она упала на пол. Вот. Но не смогли поставить на колени. Не поставите. Никогда не поставите на колени. Вот. Эта борьба будет продолжаться. Да, это было тоже в 2004 году, сразу после трагических событий в Беслане. Госдума приняла такой закон, что вот там, что родственники террористов это тоже террористы. Они так сказали. Что их надо захватывать, что надо забирать имущество и так далее и тому подобное. То есть, чтобы официально развязать себе руки и делать как бы все легально. То есть, это захваты родственников, что они всегда делали, даже до принятия этого закона. Они всегда захватывали заложников. Они всегда вот пытались надавить на наших муджахидов, на наших амиров. Но и это им не помогало. И это им не помогало. Сейчас там, да, кого-то забирают, тоже ставят перед камерами, пытаются вот унизить там и так далее. И если кто сейчас смотрит из этого ряда, из ряда предателей, просто задумайтесь над этим, как вы опустились до такого уровня, что вы достаете этих бедных людей, унижаете их, оскорбляете их, вы их не оскорбили. Пускай они там что-то говорят на камеру, но вы их не сломали. Сломались вы. Это вы оскорбились. Так что и это вам не поможет. Иншаллах. Анзор, я хотел бы добавить, вот, наверное, тут, надеюсь, есть такие, да, я сам, житель Грозного. Вот у меня вопрос вот этим вот кадыровским варям. Скажите мне, пожалуйста, почему вы захватили моего отца, забрали моего отца и требовали, да, чтобы я вам сдался, что вы отпустите моего отца? Что у вас не хватило духа, что ли, на меня? Тот, кто помнит, это помнит.
из 3-го микрорайона, один, ну, тоже он был ОМОНовец, через него я заплатил $27 тысяч за своего отца и выкупил. После того, как отец мне прислал записку, да, если ты мой сын, даже не думай, ну, сдаться вот этим вот, ну, шакалам. Он вышел, но он даже полгода не прожил. После того, как он, ну, мы его оттуда вытащили. Вот вы говорите, почему я вас не люблю, да? Я вас всей душой ненавижу. Вы говорите, почему, допустим, мы не мстим, да? Валлахи, биллахи, таллахи, да? Буду мстить, пока я жив. По своей возможности, да, я буду вам мстить. И здесь, и там, неважно. Я этого никогда не забуду. Вы можете только с женщинами, детьми и стариками только драться. Вы на большее не способны. Вы там делаете все, чтобы стравить нас, вот именно нас, чеченцев, стравить с другими народами. Вы это делаете все. Но, альхамдулиллах, все народы мира знают, кто такие, ну, кадыровцы и кто такие чеченцы. Они знают это. Как бы вы ни старались, да, вам не удастся нас травить, вам не удастся нас сломить, так скажем. Придет день, Аллах, придет день, один день, хороший такой. У меня тогда вопрос к вам. Куда вы тогда пойдете? Куда вы сбежите? Европу? Не примет. Или, я не знаю, арабские страны? Вы прекрасно, ну, думаю, помните, да, что у нас кровная месть даже через 10 лет, через 20, через 100 лет мы ничего не забываем. Я за своего отца еще спрошу, Аллахе спрошу. Если я не спрошу, да, мой сын, если на то воля Аллаха, когда у меня будет сын, он спросит, или мой брат спросит, или мой родственник спросит. Спросим. И точно так же вот остальные ребята, и все остальные наши братья, они спросят с вас. Есть среди вас, да, возможно, да, те, кто по ошибке зашли туда, или я не знаю, или там по принуждению. Но, Аллахе, вам пора бы одуматься, просто хотя бы уйти в сторонку. На сегодняшний день Али это часто говорит, ну, доносит до вас информацию. Я сейчас просто это тоже скажу тут. В Чечне сегодня, на сегодняшний день около 150 тысяч российских, ну, военнослужащих. Вопрос, почему? Если вы такие смелые. Что они там делают? Вы прекрасно знаете, что с вами будет. Вам, с одной стороны, повезло, что я сегодня в гостях у Анзора. Я так сказал бы вам, ну, хорошие слова. Просто сейчас не хочу говорить хорошие слова. Но я просто вам напоминаю, Аллахе, да, пока я жив, Аллахе, я не забуду этого. Я не забуду этого. А те, которые пишут тут, где Анзор был, где другие были, а где вы были? Вот вам вопрос. Где вы были, когда ваш народ уничтожали? Почему вы сегодня об этом забыли? Почему вы сегодня все, короче, ну, кричите там, я не знаю, Путин, Путин, ваш отец, Путин, Путин, ваша мама? Шунохче, да, шунохче да лаха. И керсту мюй, шейдаву, шейдеву, шубо, шундио, слышу. Шунохче дубо, слышишь, онге дубо. Валлахи, да, шунохче дуй. Я онге, шудубо огмувать, онге. Сказал просто, да, я просто пока... Тамерлан. Отойду. Дигду. Аллах, рейс хурсаваш. Я, кстати, вот читаю одновременно комментарии здесь, в ТикТоке и в Ютубе тоже. Тут один пишет, что вот его ник, у него босс. Он пишет: Анзор, я понимаю, что потерял отца, но в этой войне многие потеряли и матерей, и братьев, и детей, а некоторые и младенцев. Нет ничего хуже на этой земле, чем младенцев, ну, потерять. Я не могу обращать внимание на потери, пишет он. Так, и думаю, ну, он спрашивает у меня: думаешь, ты один скорбишь? Поверь, в этой войне есть те, кто скорбит гораздо больше, чем ты.
Да, ты прав, есть гораздо больше людей, сотни тысяч даже людей, которые скорбят больше. И возможно даже, что им больнее, чем лично мне или другому. Но тут дело в том, что мои цели, намерения, это или цели, которые я лично себе поставил, это не борьба за мщение там, за отца или там, за родственников и так далее. Нет, я не из-за этого. Моя цель, мои намерения – это проводить такую деятельность. То есть мой долг, человеческий долг. Не то, что там, я чеченец или сын своего отца. Нет, это совсем другое. Ради Аллаха и ради своего народа. И делаю все возможное, что есть у меня в руках. Поэтому и тот, кто меня вот это спрашивает, да, в какой-то части я согласился, но в другой части, то он тоже должен понимать, что у меня такие цели, потому что я об этом намекал, и он может видеть по деятельности. Конечно же, все должны были бы участвовать в этом, участвовать, или же становиться рядом, или как-то помогать тем, кто что-то делает. Сегодня мало людей, которые могут взять на себя такой груз, такую ответственность и, показывая свое лицо, называя свое имя, вот, проводить такую публичную деятельность. Вы знаете, почему я это говорю. Потому что те предатели, о которых мы сейчас говорили, они умеют, они обучены этому, чтобы домогаться до родственников. Да, у меня особенно в последнее время было множество давлений на родственников, на мать мою родную. Угрозы были разного рода. Я ответил так: возьмите всех, расстреляйте, сожгите, сделайте, что хотите, но меня же этим не испугать и не остановить. Я не ради них. Вот. Так же, как те наши братья, которые сейчас участвуют в этом эфире, Аила, Тамерлан и другие наши братья, которые вот так публично выступают, высказывают свое мнение, говорят правду. Мы же никого не оскорбляем, не покушаемся на честь каких-то людей, будь это даже предатели, но они это делают, Модератор. Так, как его зовут? Брат Соболева. Мую амцагасон. Зачистки валю или? Терду, ва алейкум ассалам ва рахматуллахи Berta bolş, voşa dogloş bolş, voşa hakayos, voşa laran bolş, to tayp nashtuk mashuqir, sidosh wo busavnakh bos. Allah usisas bol, way nuqah, bu box bol, way khar bu box, way muhchara bina, way muhkanal bina. Shashtul al khich bo munafik nakhan. Isada wala ishudewosh wala bokhas. Inshallah da din meldol وين قول عن كودو وين اتقام تسخن عن نس اتشحال اتشوبئن ويدي وزري وينين وزري ويسيدوش بوكون في اسكرن دوحل احتن تغن ير استوري تغن ملدو قنشن دوزش يبلغو حيالوش يكون خلاحتشانا هنسلير مو صار او اسكش او سديت دلسو سالتي بويش بيخوت شات إيش هم ميخ عيات ترتوهن إيش ما بولش عيات ترتوهن عمل شو تان ده هالولر كأزر إتأزر بونه دقوا مال برش أتقام يقع وزد بول سيدوش دوله مسكين أخبو شيء دلوش دو غدين دا لا تدعدين قام برتاح لاتنا يوهو ديك شو أتفهم من هرش تعشل دعيتنا في الميتينج شاشيلو يوش خيل خلومش كع لكن دو قام تغن
يقير غيلقش غلقش عادة دوخو غيرش مرزو يوخو غيرش تيشل داي غيرش ويخيرم داخنا داخني مويخا وين تان أولا نقدر ويتعشيم ما أويلش ويكوارش تاني خيلر قدعدال يوخ دوخكو ويلشون الله جيش ديشلوك إشت ويتعطي عاني زولن دنهم داتسح دولا درك وي قر وكيقر ديال دوهم نديال سوش سيش حينيش يرهم ديال ليرسوغر قلبي ليرسو غالتو ليرسو صدوخكو الله سنقينتي دول حاريال ويمسو قينتي دول تعسكر خيل دعي تشتغن حقولا وي سولدر وي دول إشت وي بوش منرستديوش ويقوقر على بصب خيل غيرش ودعي تحاري وين قان كرور دادر نو والله تغن وي كدير وغاري إسانبول ديق أزناخية ولا دمياتش دويشو ديل وزلو ديل وخبورة دات يدير مدات يدينا مدات يدير دوش مدات وي قيوك عولا نملا وخايش الحمد لله نسبتشيادوش تحبش بوت على درناخ انظر هما غيرشي خيل عالشويش الله هوشي بحن وحتن بولا قدامني كمنافق نام تعفيش ربيخوش عالشي بحن اشتاني بول ناخن هما غيرش برشا شحوسي شو مشاهدو شيل دويش نقرسوش دات وبي دويشو داس تاق شاش هم غيرش شو تحبو جوالي تخصن حين ميلو شي يعبوش شي يغزلوش شاش تقدر شي تاهو تاع حالي شاش ميوجدو اسكر خليوشو والله خالد بن والد رضي الله عنه ما الله ميرلو عوجل قاشو الميات يقير ويلش ياخذوا الميات اي الشارع دوشن دحويلش ان شاء الله والله ان شاء الله شون لا شون صلاح خير دوش دوشن سالف ان شاء الله سوالش Лариса. إيه ده مويد العيسى تعبرت бош والله да социальные бартхармабат йогок дюнянчуах не сегодня и не завтрашним дне я с ними вот не буду дружить. Я лично, это мое мнение. А кто как хочет, может это делать. Я, знаешь, для меня что кадыровцы, что русские, это одна шайка. Почему Кадыров сегодня не спросил, когда его отец Путин отправил его приемного отца космонавта в космос? Почему он сегодня с него не спросил? Почему он уничтожает вот именно мой народ, вот допустим, достойных моих, братьев и сестер, он сегодня унижает, оскорбляет, уничтожает. Вот то, что я сегодня это вижу. По-моему, это весь мир это видит. Почему он сегодня, допустим, если они говорят, что в Чечне есть свобода слова, да? Что каждый может высказать свое мнение. Хорошо, человек высказывает. Этого человека или выселяет полностью из Чечни, сжигает их дома, или же, показывают по телевизору, уничтожают весь их род. Почему это не было, когда Ичкерия была свободной? Почему вот такого вот не было? Почему мы не дрались с женщинами или детьми, или простым народом? А почему сегодня это происходит? И если вы говорите, что они лучшие, да, вы то же самое, что и они. Я не вижу больше тут ничего такого. Да, был один момент, я не знаю, правда или неправда, да, но я сейчас просто к слову расскажу это, с вашего разрешения. Говорят, Рамзан Кадыров пошел, к одному старику, да, который был при смерти. Он был его учителем якобы в школе. Говорит, он зашел туда и сказал, старик там при смерти лежит, вот-вот, сегодня, завтра, должен покинуть этот мир. И Рамзан ему сказал, помнишь в детстве, когда в школе ты меня ударила, ты разве, не знал, что эта земля крутится? Вот смотри, я стал, таким президентом, таким великим человеком, да? И этот старик, говорят, ему ответил, что, Рамзан, ты думаешь, если, до тебя дошло, этот мир остановился, что ли? Этот мир все еще крутится. Да, сегодня власть у него, но власть может завтра и смениться. Вот тогда куда уйти? Ради Аллаха, скажите мне. Я бы сейчас хотел сказать Анзору, чтобы он добавил сейчас одного человека, я сейчас скажу ему, чтобы он сделал запрос. Этот человек, допустим, не мусульманин.
этот человек не чеченец, этот человек сам вот с Грузии. Вот что он, допустим, скажет, да, вот сейчас за Ичкерию, за Дудаева, за Аслана Масхадова и за остальных наших вот достойных сынов. Хорошо, мы-то, ну, вы говорите, мы там оппозиция и тому подобное. Пабло, пожалуйста, сделай запрос, если ты меня слышишь. Так, Пабло тут, добавить его надо, да? Сейчас, по-моему, он должен сделать запрос, если он тут. Просто я хочу, чтобы сказал их человек, как говорится, да, вот, ну, из нашей соседской братской республики, вот его мнение как бы со стороны. Да, он отправил. Может быть, до некоторых людей дойдет, а может быть не дойдет, ну я не знаю. Так, И еще одного я хотел бы тоже добавить, Анзор, с твоего позволения. Алхаст, если ты тут, тоже сделай запрос, пожалуйста. Так, я запрос Пабло не вижу. Тамерлан, я что еще хотел сказать? Я минут 10 еще побуду в эфире и уже хотел бы завершить. И как-то мы тоже будем часто вот так выходить в эфир, иншаллах. Вот. Так, сейчас что делаем? Я вот добавлю. Просто если там есть запрос, пускай 2-3 минуты, один скажет. Хорошо. Так, я добавляю сейчас Пабло. А потом кого еще ты сказал? Алхаст. Алхаст, да, вижу. Вот эти вот два человека, которых я тоже очень уважаю, и у них, ну, свое мнение, как бы, да, вот со стороны, так скажем. Да, добавил. Все, Пабло. О, Пабло, ты тут с нами? Алхас, по-моему, не вестил, да, Пабло, связь воину отцу. Стали. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи. وعودش إجري. Алхамдулиллах. Валдиш ворса. Ай мнение, Аллах, ты уматься вешах. Честно, ай мнение, вот свое мнение от души и все. Мнение мое я уже как бы озвучивал до этого, и сейчас, в принципе, могу озвучить. Нам нужен свободный единый Кавказ, свободный от любого империализма, от любых империй, будь то российская, будь то османская, любая, которая захочет покушаться на нашу свободу, от этих захватчиков мы должны быть свободны и сами должны на своих землях, на своей земле, на Кавказе сами решать, как нам жить, какое общество строить, как нам самим развиваться и полностью самим решать, как нам пользоваться своими недрами и все в этом плане. Иншаллах, да. Надзор. А? Павел, Да. Алдиеш, последок, Алдиеш, Умдала. Да, скорее всего, он вышел, Пабло вышел. Да, вот, как я сейчас говорил, хотел бы сейчас уже завершить эфир. И вот таким способом мы будем часто выходить все вместе в эфир. Вот так это более продуктивно и более полезно, чем один будет проводить эфир. Лучше обсуждать, говорить свое мнение. Вот. А у нас есть что сказать. Иншаллах, для сегодняшняя цель этого эфира была вот еще раз напомнить, что мы воевали, наши отцы воевали, наши деды, прадеды, всю жизнь, вот, всю нашу историю воевали против этих оккупантов. И какой бы сегодня ситуация ни была сегодня дома, вот этот режим, который установлен Путиным,
это все временно. И пускай вот те, которые служат этому режиму, тоже знают и не забывают, что все это изменится. Любая империя, которую мы можем сегодня назвать, которая существовала в истории, она когда-то там была поражена и разбита, или там что-то там изменилось, в общем, исчезало. Так что, это то, что сегодня я говорю про этот режим ничего не стоит. Не будет Путина, все уйдет в прошлое, вот в позорное прошлое. Вот тогда что вы будете делать? Ладно, перед нами, перед народом, но перед Аллахом-то надо отвечать за все, что они сделали, и за эту предательство, за их непредательский шаг. И, иншаллах, спрос будет, со всех будет, с нас тоже, с других будет. И это хорошо, что мы пройдем через этот процесс. Судный день будет для всех. И за благое, и за вот это самое мерзкое. Тем более за предательство, за лицемерство. Так, что я скажу? Борьба будет продолжаться. Еще раз, и помилуй Аллах всех, кто отдал свои жизни, вот всех наших братьев и сестер, всех наших других друзей, вот, чтобы Аллах простил им все грехи, чтобы они попали в рай. Я считаю, что такие заслужили его воины Аллаха, муджаиды. И Аллах, азут кобал, дуэльсир. Мы будем чтить нашу историю. Мы никогда не забудем наших героев. Те, которые воевали там во время Второй русско-чеченской или там во время Первой русско-чеченской. Но и тех, которые были депортированы насильственно. Те, которые там притеснялись царской властью, там, другой российской властью. Всеми. Мы их будем помнить и помним. Мы знаем, через что прошел наш народ. Не только вот чеченцы, я так выговариваюсь, но я переживаю за весь Кавказ. Будь это наши братья по соседству, ну и весь Кавказ тоже. Мы пережили многое, но хватит уже. Надо вместе вставать, как сейчас вот высказались, за единый Кавказ, за то, чтобы мы были хозяевами нашей земли, и никто, ни одно государство не посмело бы нас где-то использовать, тем более в вот этих внутренних конфликтах, о которых я просто ненавижу, вот, когда слышу, вот там чеченцы, ингуши, чеченцы, там дагестанцы, грузины, там ингуши, вот, ну, все это не нужно, все это не нужно. Мы одно целое на самом-то деле. И вот те горы, которые у нас есть, они нас не разделяют, а объединяют. И дай Аллах, чтобы тот день наступил, когда вот мы станем вот хозяевами свободной, стабильной нашей родной земле. Аллах, рейс хуиль масана, мы, иншаллах, вернемся. Арсенал, сделай запрос, пожалуйста. Ну, Пабло, сделай 5. запрос, пожалуйста. А Пабло есть? Вот сейчас ради вас двоих, а то вы меня сейчас потом, короче, заживо похороните. Пабло добавил? Вот, да, слышно меня? Да, сейчас слышно. Арсенал, сделай запрос. Да. Да. Большое спасибо. Здравствуйте. Я приветствую вас, Анзор. Здравствуйте. Что я хотел сказать? 31 числа была у нас такая, не очень такая хорошая дата. Я в первую очередь хочу сказать, что вот те потери со стороны Ичкерии, то, что были, это не только потеря для чеченского народа, но и для всех кавказских народов. И мы скорбим по всем воинам, достойным, вот, которые сражались, защищали свои земли, свой народ, свои традиции. И я уверен, что очень скоро наступит то время, очень скоро, когда оккупанты будут завидовать мертвым. В прямом смысле, именно завидовать мертвым.
Да здравствует независимая Ичкерия. Спасибо, брат. Спасибо большое. Спасибо огромное. Арсенал. Да, приветствую, Анзор. Ассаламу алейкум. Это Валейкум Руслан салам. Саджар, Грузии. Да. Присоединяюсь к словам Пабло. И хочу еще добавить просто такой организационный вопрос. Смотрите, вот мы начинаем сейчас наш контент. Я видел сейчас ролик двухгодичной давности Тумсо Абдурахманова. Я знаю, что вы с ним контактируете, да? Да. И в принципе он тоже как бы может не на 100%, но на 95% разделяет наши идеи. И вот хотелось бы спросить, будет ли у нас возможность вот выйти через вас, да, ну, пользуясь вашим авторитетом на таких людей, чтобы они нас как-то тоже, ну, прорекламировали это слово какой-то группой, но наладить какой-то контакт или там какие-то общие страны, ну, через вас как-то пробиться, и чтобы они нам тоже какую-то услугу оказали вот в начале нашей деятельности, да, спасибо. Спасибо, брат. Иншаллах, мы сделаем все возможное, чтобы использовать все наши возможности и ресурсы для нашего общего дела. Иншаллах, мы сделаем это. Спасибо. Спасибо, брат. Всего вам хорошего. Вам тоже. Все Спасибо. тогда, на этом завершаем, я думаю. Анзор, Садош Алич. Да, конечно. Анзор, я хотел вот такой момент на будущее исследовать. Вот следующий стрим обсудить вот эту тему. Является ли Путин окончательным злом, или же все это кремлевский режим, когда уйдет Путин, вместо Путина еще хуже Путина может прийти. Вот как бы вот этот момент меня больше беспокоит. Мне кажется, что Путин не является конечным результатом злом. Нет, ну, сейчас я просто добавок сделал, извиняюсь, что вот перебиваю. Ну, те главы государства, этого государства России, мне кажется, все были одинаковые. Мы себя свободными никогда не чувствовали, наши народы. Где-то как-то притесняли когда-то, потом проливали кровь, вот, скажем, когда развал СССР был, это Литва, это Грузия, Азербайджан, Армения, Осетия, Ингушетия, потом Ичкерия. Вот, проливали кровь там Таджикистан, то есть везде. И Ельцин, и Путин. Сейчас какой-то вместо них Вася придет. Да, есть такая опасность, что он может быть даже хуже. Если проблема в том, что Россия всегда вот как государство показывала вот это варварское отношение, проводила вот эту варварскую политику. От имен там ничего не зависело. Ну, дай Бог, чтобы пришел такой человек, нормальный, адекватный, который умеет строить отношения со своими соседями. Вот. Мы, конечно же, желаем мир русским, но мы больше хотим, чтобы этот мир был на нашей земле. Поэтому сегодня у русских есть такая возможность изменить все, чтобы больше они там, их сыновья не гибли где-то за что-то в Украине там, или в Ичкерии, или где-то на другой земле. За что они умирают? И умирают вот десятками тысяч, сегодня умирают в Украине. За что? За интересы Путина, не за интересы России. Потому что мы видим, Россия разваливается, люди уезжают оттуда, миллионами уезжают из России, потому что нет жизни в России. Поэтому была бы жизнь в России, то люди не уезжали бы в другую страну. Сколько миллионов русских сегодня находится в Европе, например. И я просто сейчас еще в конце добавлю. Кто-то говорит там, вот Ичкерия была плохой, Ичкерия была такой-сякой. Нет, Ичкерия была хорошей, и цели были очень хорошие. Ичкерия вот ставила перед собой такие цели, чтобы достичь этой свободы,
независимости и дать эту свободу и независимость своему народу, то есть чеченцам. Но вот российская пропаганда любит там ковыряться в этих фактах и так далее. Но что я всегда говорю, во время Ичкерии, в то время не было беженцев. Люди не бежали из Ичкерии, но бегут сегодня, когда Путин и его там марионетки установили такой диктаторский режим и притесняют, убивают, пытают, отправляют на войну молодежь, то есть это могилизация. Вот поэтому люди сегодня, по сегодняшний день уезжают, бегут из этой России и сегодняшней оккупированной Ичкерии. Да, я вот сейчас отключаюсь, но, иншаллах, с нашими братьями мы обязательно выйдем в эфир и будем говорить то, о чем мы хотим говорить, что мы хотим донести до людей. Аллах рисвуль масана, всех благодарю. Спасибо. Спасибо, братья. Победа Спасибо. за нами. Иншаллах, как говорится, все от Всевышнего. Тамила Хауи, да. Хертанса, да. Да, ашалло сега, машалло. Ва алейкум ассаламу алейкум. Массобу салтагуа. До встречи, братья. Аминь. Массера. Аминь. Аминь.